25 апреля ежегодно отмечается День чувашского языка. Датой празднования был выбран день рождения знаменитого ученого-лингвиста, просветителя, филолога, занимавшегося изучением чувашского языка и основоположника новой чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева. С 25 апреля в республике пройдет месячник родного языка. В Канашском педагогическом колледже при поддержке городской краеведческой библиотеки состоялась встреча с нашей выдающейся землячкой, уроженкой деревни Сеспель Канашского района Лидией Филипповой. Лидия Ивановна – автор более 20 литературно-публицистических и художественных произведений на чувашском и русском языках, поэтесса, публицист, прозаик, выпускница историко-филологического факультета Чувашского государственного университета по специальности журналистика. Сегодня в чувашской литературе она – одна из самых значимых фигур. За большой вклад в сохранение и развитие родного языка, традиций и обычаев чувашского народа Лидия Филиппова удостоена многих званий и наград. Заслуженный работник культуры Чувашской республики, лауреат государственной стипендии за выдающиеся заслуги в области литературы и искусства. Награждена золотой медалью Василий Шукшин. Золотую медаль Шукшина дали. Но я думаю, за руководство Союзом. Все-таки мы выезжали с Союзом, мы везде бывали. Мы в Москве в Доме национальности даже вечер чувашской поэзии организовывали. Со слов писательницы, чувашский язык должен присутствовать в жизни каждого. Поэтому на встрече звучали ее произведения как на русском, так и на чувашском языках. Эх, вагат, манимачу банжи хаварт, манимачу ксан шелев дени, анджах иртмесе вагат, халь шурала чуш пайрги, премеш тельбулу, азамла шемерть, тыван буштарынна туй греги, алра пепке, үгет волтангалт, ытлада тагас пулзя, пурныш мезахи. Кетмен жерден шырдат чыдада шадарт, хыймылгенжен храна томаны. Унбек шинна сунаттам варамемер, плетем шук чунра унын турри. Эй, вагат, аны жопха биде хаварт, пулат прыжым мегели сидерейми, ашта жеес, шаран чуптарна вагат, халех пулас келмест ураз дрейми. Эй, вагат, аны жопха биде хаварт. О, время, почему летишь так быстро? Не знаешь жалости ты к людям, почему? Еще вчера светились мы лучисто, сегодня же не скроем седину. 2022 год объявлен в Чувашии годом выдающихся земляков. По итогам переписи населения 2021 года в России проживает около 1 миллиона 600 тысяч чувашей. Из них в Чувашской республике 1 миллион 167 тысяч. Лидия Филиппова напомнила аудитории о многих из тех, кем может гордиться чувашский народ. Среди них Зоя Васильевна Миронова, уроженка Ядринского района. Была постоянным представителем СССР при отделении ООН в Женеве. Герман Степанович Лебедев, композитор, автор гимна Чувашской республики. Иван Яковлевич Яковлев, чувашский просветитель, создатель современного чувашского алфавита. Лев Пантелеймонович Кураков, ректор ЧГУ. Владимир Константинович Егоров, министр культуры Российской Федерации. Ныне заведующий кафедрой по линии ЮНЕСКО Российской академии народного хозяйства. Алексей Афанасьевич Кокель, выдающийся чувашский художник, ректор Харьковского художественного института. Его брат Герман Афанасьевич Кокель, первый чувашский епископ с высшим религиозным образованием. Гурий Иванович Комиссаров, первый профессиональный исследователь, уроженец Цивильского района. Владел 9 языками. Анатолий Ильич Кибеч, народный писатель Чувашии, выпускник Канашского педагогического колледжа. Геннадий Никандрович Волков, основатель науки этнопедагогика, уроженец Яльчикского района. Творчество Михаила Сеспеля, великого чувашского писателя, поэта, классика чувашской литературы, наложило огромный отпечаток на становление и развитие таланта Лидии Филипповой. Она гордится, что выросла на Сеспельской земле. С ее слов, она живет и дышит Сеспелем. В этом году исполняется столетие со дня смерти великого писателя. На мероприятии Лидия Ивановна рассказала слушателям о биографии и нелегкой судьбе своего земляка, его истории любви, творческой деятельности и трагической гибели. Сеспель прожил всего неполных 22 года, но за это время успел оставить после себя богатое культурное наследие чувашскому народу в виде нетленных литературных произведений. Родился на улице Казагасы, называется. И там на месте старого дома, где он родился, а дом у них был вообще лачуга, можно сказать. На фотках это все сохранилось. На этом месте, где стоял их дом, сейчас стелла. Очень красивая стелла. Памятник стоит, камень такой, что в этом доме, на этом месте, в этом доме родился Михаил Сеспель.
Школа, средняя школа имени Михаила Сеспеля. Это все мемориальный комплекс, называется «Родина Михаила Сеспеля». Азуну комплексе, мемориальный комплекс. Там, значит, музей Сеспеля, школа имени Сеспеля, дворец культуры, дом культуры, двухэтажный, хороший. Потом яблоневый сад, парк они называют яблоневый. И внутри, в середине этого парка, там памятник, бюст. Бюст, знаете что, да, ведь наполовину. Бюст Сеспелю есть. Вот, это все, стела, это все называется мемориальный комплекс «Родина Михаила Сеспеля». Уезжает в Татарстан, Тетюшский район, там учится в семинарии, влюбляется. Анастасия Червякова. Очень такая любовная история интересная. Влюбляется в женщину старше себя, Анастасия Червякова, Анастасия Петровна. Она приехала в Тетюши в гости к дяде и начала работать в библиотеке. А у нас Сеспель, он с детства любил читать, увлекался очень. Они даже книги выписывали. И знакомятся, у нас Сеспель влюбляется впервые и на всю жизнь. Вот такая чистая душа была, что влюбляется, пишет ей стихи, пишет ей письма. У нас даже есть поэт Юрий Семендер, народный поэт Чувашии Юрий Семендер, в свое время издал вот эти письма Сеспеля, а Сеспель писал Анастасии Червяковой на русском языке, письма. И представляете, какая чистая любовь у Сеспеля была. Сначала была, ясно дело, безответная любовь, потому что Анастасия Червякова была замужняя женщина, муж воевал где-то, но все равно у них что-то было. Тоже чувство какое-то по отношению к Сеспелю у Анастасии Червяковой тоже возникло. И потом уже, когда Анастасия Червякова уже похоронила, потеряла мужа, а наш Сеспель уже все, потому что уехал он на Украину. Почему уехал? Потому что в Чебоксарах его начали вот в прямом смысле терроризировать, подставлять. Почему подставляли? Потому что он был честный, потому что он был председателем Ревтрибунала, потому что они конфисковывали дома богатых и все отдавали бедным. Квартиры отбирали, дома отбирали, пускали туда бедных рабочих, тех, у кого не было жилья. А сам в то же время Михаил Сеспель со своим братишкой Гурий Кузьмич, Гурием, они спали на деревянных топчанах, ходили в лаптях. Вот такое время было. Это 100 лет назад, представляете? Его в армию забирают после первого курса. После художественного училища в армию забирают, там у него болезнь опять обостряется, и его как бы комиссуют. Он пишет на Украину, там у него друг был Федор Пакрышень, с кем он вместе лечился в Евпатории. Федор Пакрышень – это самый близкий друг. Он поддержал нашего Сеспеля на Украине. Он жил в городе Остер. Есть такой маленький город Остер, это в Черниговской области Украины. Федор там жил, Пакрышень. Сеспель едет к нему, и все. Больше он в Чувашию не возвращается. И Сеспель и там, вот у него такая судьба, он всегда за своих болел, за земляков. А тогда, в 20-е годы, вы, конечно, не помните, но вы уже должны знать, что 20-е годы для нашей Чувашской республики это были очень тяжелые годы. На встрече Лидия Филиппова презентовала новую поэму «Век нынешний», состоящую из 23 стихотворений на чувашском и русском языках. Поэма написана в ответ на произведение Михаила Сеспеля «Век минувший». Автор полагает, что поэма должна стать настольной книгой каждого чуваша. Второй новинкой стал сборник рассказов «Секта» из 18 рассказов на чувашском языке и 18 рассказов на русском для старшего школьного возраста. Лидия Ивановна не стала раскрывать содержание книги, упомянув только, что это современные рассказы с узнаваемым
узнаваемыми прототипами главных героев. Лидия Филиппова не боится экспериментировать. Пишет в разных жанрах – художественном, публицистическом, документальном. Основная мысль ее произведений – история, развитие, перспективы и будущее чувашского народа. Источником вдохновения для писательницы является ее семья, близкие люди, чувашские земляки. Также не представляет свою жизнь без музыки. Слушает классику, джаз, шансон. Свои произведения она пишет под музыку. Творчеством Лидия Ивановна занимается с самого раннего детства. Первое стихотворение было опубликовано 11 февраля 1976 года в районной газете «Коммунизм». На тот момент девочке было всего 9 лет. В настоящее время свои произведения писательница публикует в том числе и в интернете, на сайтах Стихи.ру, Проза.ру, чтобы охватить более широкую аудиторию читателей в России и за границей. Также является автором передачи «Пульс эпохи» на национальном чувашском радио и передачи «Люди года. Наследие» на телеканале ЮТВ. Удивительно, вот так получается, явление такое идет. На русском пишут, все пишут. С 1 класса, можно сказать, пишут. А на чувашском мало. В завершении встречи Лидия Филиппова призывает всех развиваться и изучать чувашский язык. Помнить и знать историю своего народа, гордиться своим происхождением. Она выражает уверенность в том, что среди молодежи есть будущие чувашские писатели, краеведы, учителя чувашского языка и литературы, настоящие патриоты Чувашии. Ошибаетесь, падаете, поднимайтесь с колен, главное, говорю. Только вперед идите. Но не забывайте дружить, потому что человек один никак не может. Светлана Глушкова, Владислав Васильев. Навстречу празднику.